Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Особенная благодарность всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои милые, каждый день прошу высшие силы, чтобы вам послали в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете моему каналу. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой мужчина думает о вас? Кто содержит вас в своем сердце? Если тема вам интересна, приглашаю всех присоединиться к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Кто постоянно думает обо мне? Кто содержит меня в своем сердце? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, мои милые, давайте же посмотрим, какой мужчина постоянно думает о вас. Да, еще посмотрим, кто думает о вас прямо сейчас. Кто содержит вас в своем сердце и как человек вас содержит. Да. Ну что сказать, вы для кого-то звезда, звезда пленительного счастья, прекрасная. Здесь у нас еще и гранит вышел, и луна. Слушайте, но кого-то вы подцепили, кого-то вы просто сводите с ума, у кого-то крышу рвет от вас. Вот вы извините, но здесь просто знак дьявола есть. Этот знак со стороны мужчины. Так, вот еще один. Да, безумные какие-то желания и безумные какие-то мысли. И знаете, это не только об интиме, здесь и другая идет тема. Здесь кого-то вы просто доводите. Я уж не знаю, как это правильно сказать. Так, давайте я по порядку буду говорить, буду читать снизу вверх рисунок и буду вам рассказывать. Кто думает о вас? Какой мужчина? Ну, я скажу так, мужчина среднего возраста, у мужчины, у которого очень много вопросов о вас. Вот он здесь вышел сам, причем он не один, у него кто-то есть за спиной. Это либо какой-то друг прилипало, с которым он везде и всюду, да, с которым он там все может обсуждать. И это может быть, например, мама. Да, вот у него кто-то прям прилип к его спине. Здесь просто нет четкого указания, кто это, мужчина либо женщина, но то, что прилип человек, это точно. По отношению к вам у этого человека всегда есть вопрос. Всегда есть вопрос. Что бы ни происходило в ваших отношениях, либо в общении, всегда есть к вам вопросы. И даже не просто вопросы, а скорее даже, я бы сказала, какие-то претензии. Почему-то мужчины постоянно к вам претензии. Я бы даже сказала, что это какой-то ваш либо бывший, либо настоящий. Понимаете? Бывший либо настоящий, который о вас все время думает. Здесь еще один человек вышел, но с этим человеком вы не знакомы. Этого человека я позже вам опишу. Я буду говорить о том, что вот сейчас идет. Значит, если бывший, понятно, да, постоянно вопросы, закончились ли наши отношения, что было не так, что можно поменять и сделать. Плюс вот этот прилипало, либо прилипала, то же самое, подливает масло в огонь. Здесь сердце, понимаете, здесь сердце. Здесь, кстати, мужчина может бывший, но уже быть в паре с другой женщиной. Ну, то есть у него кто-то есть, вот однозначно. Либо друг, либо мама, либо другая женщина. Вот, и эта другая, она... ну, либо друг, да, вот кто-то настраивает против вас, кто-то вот там, не знаю, копается постоянно в вашем грязном белье, даже если это было очень много лет назад. У мужчины слишком много вопросов, он видит вас во снах, вы к нему приходите. Здесь вот с каждой луной, когда луна становится полной, вот у него сны о вас, вот как лунатизм какой-то, я не знаю, как это правильно назвать, да, с каждым полнолунием, вот поверьте, вот вы можете даже у него спросить ради интереса, у своего бывшего, вот в полнолуние он всегда вас видит во снах. Вот серьезно. Ему кажется, что вы его там заколдовали, очаровали.
вот это вот прилипало, либо прилипал, ему могут там рекомендовать ходить там к эзотерикам, гадалкам, магам и прочее, да, чтобы очиститься от этого. Потому что, скорее всего, этот человек по имени вас называет, вас не называет, да, и он может там, ну, понятно, если с ним другая женщина, может там возмущаться, да, если друг, то он ему рассказывает, что, представляешь, она мне все время снится, и я вот ее, ну, в объятиях держу, скажем так. То есть он подозревает, что вы его действительно как-то зачаровали, что вы его околдовали. Здесь вот он, знак дьявола вышел, что вы какая-то там колдунья, ворожея, вот, там подозревает вас. И у него все время какое-то желание прийти к вам, у него к вам кипит. Понимаете, к него, к вам осталась любовь, остались чувства, но он их просто, знаете, вот как говорят, от любви до ненависти один шаг. И также наоборот, да, он их пытается все время трансформировать, вот как будто нет, я не люблю, я ненавижу ее, нет, она мне там причинила боль, я терпеть ее не могу, как будто бы он сам себя заставляет в это верить. Вот, и он все время, знаете, порывается к вам прийти, к вам, там, не знаю, как-то ворваться в жизнь, чтобы вас там, не знаю, потрепать, сказать, как ты могла меня зачаровать, заколдовать, я теперь все время тебя вижу, ты там колдунья и прочее, да, клеймить вас хочет. То есть вот такие моменты у него происходят. Думает о вас постоянно, постоянно. Когда, если он с другой в отношениях, вот он на нее смотрит, и ему прям, его тошнит, вот честно, его тошнит, он думает, не она, что я нашел в этой женщине, вот как я мог променять ту на эту, да, ну, либо на всех женщин он так смотрит, да, и во всех пытается разглядеть какие-то ваши черты, хотя бы там, не знаю, голос, что похоже было, очертания, описание, понимаете, вот любую мелочь, которая бы о вас напоминала. Вот говорят, там, мужчина ищет женщину, похожую на свою маму, а этот мужчина ищет женщину, похожую на вас. Вот этот момент происходит. Знаете, вот постоянно к вам прорывается, он за вами постоянно следит, в интернете может следить, может даже с фейковых аккаунтов следить, так чтобы вы не догадались. Но то, что слежка идет, он, кстати, еще кого-то расспрашивает о вас. Вот кто-то, вот смотрите, человек передает о вас сведения. Этот человек может быть ваш друг, знакомый, приятель общий. Может быть даже родственник. То есть кто-то о вас передает информацию. Этот человек мучается, он страдает. Страдает, потому что порушил эти отношения, потому что не смог удержать то, что имел. Вы знаете, ваша история напоминает мне сказку про золотую рыбку, да? Про эту старуху у разбитого корыта. То есть вы были той золотой прекрасной рыбкой, которая могла полностью поменять жизнь этого человека, сделать его абсолютно счастливым, жить там, не знаю, как сыр в масле кататься. А он там брыкался, да, вел себя каким-то непотребным образом. Теперь он у разбитого корыта, он страдает, он переживает, считает, что вы его зачаровали. Нет, дружочек, это не так. Это все вот твое подсознание, твоя интуиция теперь говорит, что ты лопух и что ты ошибся. Вот такая идет ситуация. С этим человеком еще не все закончено. Пройдет буквально вот несколько периодов времени, у кого-то больше, у кого-то меньше, но в районе вот 3 месяцев этот мужчина нарисуется. Причем нарисуется с какой-то претензией. Он придумает какой-то план, идею, не знаю, что-то придумает. Ему что-то в голову войдет, и он придет с претензией, дескать, вот ты там жизнь мне испортила, да, либо ты там меня заколдовала, либо еще что-то вам предъявит, либо там вспомнит, что он когда-то где-то что-то у вас забыл, да, будет просить, чтобы вы ему вернули. То есть у него одна цель — увидеть вас еще раз, к вам прикоснуться вживую, да, ну как хочется вашей энергетики, очень хочется, соскучился по ней безумно. Вот это вот происходит. Если у вас общие дети с этим человеком, то вам вообще от него никогда не избавиться. Он постоянно будет вас преследовать, постоянно будет за вами по пятам ходить, пока вы в новый брак не вступите. Вот такое идет. Так что, мои милые, знайте, что есть мужичок, который по вам до сих пор сохнет, но негативит очень сильно в вашу сторону, считая, что вы его зачаровали. Другой мужчина, вот он вышел, здесь мужчина в горизонте, если этот в вертикали, он себя хотя бы четко обозначает, то этот горизонтальный. Ну, горизонт, кто смотрит мои гадания, знает, что это обычно у нас люди ограниченные в движении, либо это возможные. Вот у вас ограниченный в движении. Он, честно, я не знаю, он может быть и не свободный, а может быть и... У него может быть работа с чем-то связана, что он не располагает своим временем. Тут либо военный, либо полицейский, либо доктор, да, вот как-то у него, не знаю, с работой что-то не так, да. Либо, еще раз говорю, он женат, у него есть семья, и он не располагает своим временем, либо он как-то связан
с работой, да, что он не может свободно проявляться. Это человек, у него с вами какой-то контакт был, либо разговор, либо, ну да, тут больше на разговор идет, разговор, либо было общение и был кто-то еще рядом, да, случайно, может быть, было какое-то знакомство, может быть, кстати, через кого-то, где-то у кого-то в профиле он вас увидел там в общих друзьях. То есть человеку вы очень нравитесь, вы очень симпатичны, очень-очень приятны. Кстати, может быть, вы и работаете вместе, но человек не прям с вами работает. То есть, ну, например, вы работаете в военной части, да, вы там медсестра, доктор, в крайнем случае там повар, да, а этот мужчина там, я не знаю, солдат, либо он там какой-нибудь генерал, понимаете, вот такой момент. То есть вы вроде как бы вместе, но в разных сферах. Вот этот мужчина, он вас всегда вот прям срисовывает, вы очень нравитесь, он бережет прям ваш образ у себя на сердце. Здесь больше романтика, здесь не интим, здесь не вот нету вот этой грязи, ну как таких вот ощущений, но больше идет романтика, больше вот вы ему как человек для души заходите. Очень нравится, какая вы в общении. Вот он, если есть возможность, он за вами подсматривает, любуется вами. И знаете, даже вы ему нравитесь, когда вы, например, там не накрашены, либо в каком-то таком сонном состоянии. Вот не знаю, что-то он такое либо видел, либо он себе представляет. То есть ему нравятся именно такие моменты в вас. Обозначится ли этот человек? Ну, судя по горизонту, скорее всего, нет. Я не знаю, что это должен такой катаклизм какой-то должен произойти, чтобы он обозначился. На нем вообще-то крестик стоит. Либо, если он не свободный, то понятно, что предложить вам нечего, поскольку он сильно романтично к вам настроит. Пустые там треугольники он вам предлагать не будет, предлагать. Ну а если он... Тут еще может быть очень сильная разница в возрасте. Он может быть намного младше вас, либо намного старше вас, понимаете? То есть здесь есть разница очень большая. И это может быть все что угодно. Возраст, статус, положение. Понимаете, вы разные. Вообще разные. Человек, вот он именно романтично настроен, он будет любить вас, ну, всегда будет о вас вспоминать, будет о вас думать, будет о вас мечтать. Полюбит ли он другую? Ну, я сомневаюсь. Судя по этим раскладам, он ваш навеки. Да. Подойдет ли к вам? Я тоже пока на данный период времени я этого не вижу. Честно, я не буду вас обманывать, давать вам какие-то надежды, я не вижу. Но с другой стороны, если он не может к вам подойти, значит, на это есть серьезные какие-то объективные причины. И что-то в этом делать, менять, я думаю, не стоит. Не стоит. Знаете, что интересно? Вот у вас, несмотря на вот этих двух мужчин, у вас на ближайшее время появится третий человек. Вот этот третий человек, он будет с вами дружить. Видите, он будет с вами дружить, он будет с вами как-то, ну не знаю, тут с дружбы все начинается, тут какое-то дружеское общение, вообще такое легкое. И вам будет казаться, что вот этого человека я реально знаю много-много лет. И здесь у вас как будто бы трое людей, вы вот как будто бы все вместе общаетесь. И, ну да. Здесь вот именно любовь через дружбу придет. Вы этому человеку будете очень нравиться, очень импонировать ваше поведение, ваш ход мыслей, какая вы. А вам этот человек тоже будет очень нравиться, потому что он слишком легкий, он слишком такой, знаете, он все переводит в шутки. Вот у него шутками все идет. А вы так соскучились за таким легким отношением, поведением. То есть он реально вас радует. Вот он говорит что-то, да, и вам радостно становится. Вот такой момент у вас происходит. Честно скажу, что вы очень необычны. Тут в центре у меня вышла турка. Турка, ЧЗВ это по-турецки называется, да, это вот в чем варят кофе. Это очень хороший знак, это знак вот именно ресурсности, плодородия, знак того, что ну, достаток есть, да, потому что кофе это все-таки там не самый дешевый продукт, особенно там в средние времена, века, то трудно его было достать, да, только в богатых домах варили это кофе, и запах кофе, он просто какой-то божественный. Вот и вы такая. Вы очень многим нравитесь, честно. Вот очень многие на вас посматривают с восхищением, не с какой-то вот животной страстью, да, вот какими-то там облизываниями губ, да, и потираниями там причинных мест, а вот именно с уважением,
с восхищением, с какими-то вот такими добрыми помыслами. Честно скажу, и сколько бы вам лет не было, знаете, что вы всегда вот такая прекрасная звездочка, которая сияет и согревает взгляды мужчин, понимаете? И даже женщины могут вами восхищаться, потому что вы можете быть примером для подражания. Знаете, вот и я не беру только лишь вашу внешнюю оболочку, я беру все в пример, да, потому что турка все-таки она как внутри с содержанием, да, так и внешне, они всегда красивые, эти турочки идут, да, что вы можете быть очень умной, очень грамотной, поставлена хорошо речь, вы всегда вот на высоте идете, да, не скандалистка какая-то, не там стервозная. То есть, понимаете, вот такие вещи. Вы и внутри, и снаружи просто прекрасны. Так что, мои дорогие девочки, женщины, знаете, что кружите вы головы мужчинам, и любовь у вас идет, любовь у вас чуть-чуть попозже идет. Но я не могу сказать, что вы прям так влюбитесь в этого человека. Вам будет он просто приятен как человек, как и друг. Почему-то вот вам очень будет нравиться его поведение, его независимость, легкость, но всерьез не будете человека воспринимать. Вот что идет. А этот человек, он влюбится. Вот так вот. И вот эту свою любовь, он будет вам все время признаваться в любви. А вы будете смеяться и будете думать, что он шутит. На самом деле нет, он будет вам правду говорить. Вот так вот идет. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.